Всем привет, дорогие мои! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия, и мы делаем расклад на тему его чувства к вам сегодня. И перед вами, как обычно, три варианта. Выбирайте свой, первый, второй или третий, либо выбирайте карту, какая вас больше к себе потянет. Интуиция вам подскажет, какой вариант вам выбрать, и делайте выбор. А я перехожу к единичкам. Итак, единички, смотрим вас и какие чувства он испытывает к вам сегодня. Вы знаете, чувства смешанные у мужчины, но больше чувства такие одиночества и некого между вами расстояния. С одной стороны, мужчина понимает, что ему с вами хорошо, комфортно, свободно, приятно, чудесно. А с другой стороны, мужчина запутался. Он понимает, что и вы от него отдалились, и как-то расстояние держите между ним, да, и собой. И он чувствует, что больше одиночества, нежели нахождение, например, в паре и в партнерстве. Он запутался пока, не знает, что ему дальше делать, но это одиночество, которое есть, которое сидит внутри, оно у него, знаете, так вот корни пускает. Причиняет ему, конечно же, дискомфорт, причиняет ему обиды, причиняет боль. Такие одинокие, тоскливые, неприятные чувства. Вот одиночество его прям съедает. Оно приносит ему боль и обиду. Он бы хотел быть с вами ближе. Возможно, какие-то действия он по отношению к вам и проявляет, какие-то шаги навстречу делает, что-то вам говорит, как-то пытается сблизиться, но все это безрезультатно пока. Все его попытки, все его поползновения, они не приносят должного результата. Либо он все делает все не так, и не тогда, когда нужно, и не так, как вам того бы хотелось, или так, как вам это необходимо. Вспоминает о том, как было в прошлом хорошо, почему в прошлом был комфорт, почему в прошлом было все хорошо, и почему же все вдруг изменилось, в какой момент все пошло не так, все пошло под откос. Пока он ответов на этот вопрос он не находит. Но вот чувство одиночества, да, мы видим по метафорической колоде, что одиночество его прям съедает. Вот оно везде у него вокруг. И в центре вот теплится надежда, что отношения все-таки могут наладиться, что отношения все-таки могут исправиться, что отношения все-таки войдут в такое гармоничное, приятное, свободное русло. Но пока на данный момент, на данный период, по крайней мере внутри, да, это метафорическая, больше психологическая колода, нежели Таро или Оракул, они нам показывают его внутреннюю боль, одиночество и потерянность. Желание выйти из этого кокона одиночества и проблем, но пока безрезультатно. Пока это только начало, это пока только какие-то действия, но результата нет. Даже больше вам скажу, что даже и половины каких-то действий или предприятий, устремлений, шагов он не сделал для того, чтобы исправить ситуацию. Он только все это только на старте. Что нам показывает Ленорман? Ленорман нам показывает, что ему с вами хорошо, опять же, ему с вами тепло, ему с вами комфортно, ему легко с вами общаться. Он с вами на одной волне, но все это почему-то больше в прошлом, чем нежели в настоящем. Видна его влюбленность, видна его расположенность к вам, также притяжение некое к вам, тоже интимного такого характера, но все это в прошлом. Все это уже скрывается, и даже та влюбленность, которая у него есть сейчас на сердце, он ее скрывает, он ее вам не показывает, он находится в каком-то подвешенном, непонятном состоянии. Мужчина не понимает, как и что ему делать, пока выхода из сложившегося
положение он найти не может, пока он только думает, пока он только размышляет, может быть, где-то копается у себя внутри, что-то продумывает, что-то анализирует, пытается найти ту точку невозврата, которая произошла, но пока безрезультатно. Но так как этот мужчина умный, так как это мужчина мудрый, где-то даже прагмат, хочу сказать, что, скорее всего, выход из положения все-таки он найдет, но не в ближайшее время. В ближайшее время сделать это не получится, потому что у нас на результат у нас выпала карта звезды, вытянула доб у нас собака. То есть, да, в какое-то ближайшее время отношения, чувства его к вам, они так и будут в подвешенном непонятном состоянии, но вот та привязанность, которая есть, которую он скрывает и не показывает, может быть из-за страхов по Луне, да, может быть из-за каких-то сомнений тоже по Луне, может какие-то у него подозрения сейчас возникли в голове, что-то он подозревает, может быть какие-то обманы или предательства, или неприятности какие-то у него. В общем, все это пока так и будет находиться в таком же подвешенном состоянии, но собака нам говорит о том, что привязанность, она останется. Отношения, они должны в таком вот шатком, валком состоянии так и продолжаться. Это первое. Второе, смотрите, на чувства и на ваши отношения. Тут карты так немного нам намекают, что могло быть и какое-то воздействие магического характера, эзотерического характера, понимаете, как хотите. Кстати, молитвы и свечи, там, я не знаю, сорокаусты, те же самые, они тоже могут идти вот именно каким-то воздействием, потому что сила молитвы, она тоже сильна, да, она огромна, и карты могли и это показать вот здесь. Еще и леса, смотрите, да. Если, например, в отношениях есть третье лицо, и неважно, кто это может быть любовница, это может быть какая-нибудь ваша, опять же, любовница-соперница, это может быть мама, это может быть папа, это папа, говорю, теща, свекровь, сестра, в общем, тот человек, который лезет в ваши отношения и пытается в ваших отношениях навести какой-то, по его разумению, порядок. И вот тут вот эта дама, лиса нам на это намекает, еще и рядом у нас маска, а следом у нас и луна, и звезды, еще и доб я вытянула. Собака говорит нам о том, что этот человек может как-то повлиять на ситуацию в ваших отношениях. Обратите единички, пожалуйста, внимание и на такое. Это проиграется не у всех, пожалуйста, обратите внимание, что это гадание онлайн, у единиц. Но и вот такое тоже может встретиться. Но этому мужчине с вами очень легко и комфортно. Ему общение с вами, отношения с вами давались в прошлом, по крайней мере, очень даже легко, тепло, гармонично. Но потом, опять же, я повторяюсь, пошло что-то не так. Либо он сам, либо у него какие-то неприятности, сомнения возникли, и ложь, обман, какая-то непонятная возня. Либо на отношения в целом со стороны могла прийти такой вот, в кавычках, подарочек, да, либо, в общем, все что угодно тут может быть, но привязанность тут есть однозначно. Это, наверное, все, что я хотела сказать по этому варианту. Я вам всем желаю, конечно, удачи, счастья, любви, здоровья, берегите себя, любите, балуйте, цените себя любимую. Вы у себя одна такая, единственная, прекрасная и чудесная. И, конечно, будьте здоровы еще раз. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, гармоничной, наполненной счастьем, радостью, благополучием. И пусть ваши все мечты и желания исполняются. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Еще раз не перестаю вас всех благодарить. И надеюсь, что мой канал вам полезен. Как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, а я перехожу к двоечкам. Итак, второй вариант, и смотрим вас. Его чувства к вам сегодня. Ну, сразу хочу сказать, что влюбленность и привязанность есть к вам однозначно. Но
Что мы видим дальше? А дальше мы видим, что есть и какие-то обиды, о которых умалчивал он. Есть какие-то такие, знаете, негативные, какие-то некрасивые, неприятные еще чувства, некая такая злость и раздражение. Что-то его не устраивает, что-то его прямо злит и раздражает. Все это выливается в такую в глубокую внутреннюю боль, закрытость и обиду. Но, опять же, влюбленность, как я говорила, есть. Тут еще может быть, знаете, что ревность так у него проявляется. Причем ревность очень сильная, прям такая, накал такой страстей у него внутри. Он, с одной стороны, понимает, что он влюблен, что ему с вами хорошо, ему с вами комфортно, ему с вами, вот он вам доверяет. Тут отношение к вам и те чувства, которые он к вам испытывает, его вдохновляют, его как бы толкают на движение вперед, на какие-то достижения, на какое-то развитие. Но и в то же время, вот смотрите, вот эти 4 карты показывают нам, что есть и, как я уже сказала, боль и обида. Но с одной стороны, мужчина хочет от этого избавиться, он как бы от себя гонит эти чувства. Он говорит, что он себе надумывает, что он себе придумывает, что это все неправда, что это вся его какая-то внутренняя неуверенность, еще и какая-то надуманная, вполне может быть, ревность. И поэтому он сам себе эту боль и эти обиды причиняет, и потом еще и с ней живет. Но все в целом, вот это вкупе, все вот эти карты приводят к тому, что он закрывается, и делится с вами информацией выборочно, либо говорит вам что-то, да, какие-то его внутренние мини-тесты. Знаете, он вам что-то говорит и ждет ответа от вас. И вот какой ответ он от вас получает, те выводы он и делает. То есть человек склонен сам себя накручивать, сам себя вот как снежный ком наматывать и потом делать какие-то выводы. А верные они или нет, это как бы уже мы до конца не узнаем и не увидим. Дальше смотрите, что нам показывает Ленорман, его чувства к вам. Произошли какие-то резкие события, резкие перемены, может быть ссора какая-то, конфликт, там, где вы не ожидали. А на той почве, на которой вообще не ждали и даже не задумывались. В общем, прилетело откуда вообще не ждали, как обычно. Вот она, коса, луна и ваша карта бланка, дорогие мои. И вот здесь вот это неожиданное событие, ссора, конфликт, может, что-то ему рассказал, какая-то сплетня, привела ему к тому, что он стал сомневаться в вас, что он стал вас не понимать, что вы для него как-то стали какой-то некой загадкой, которую он не может разгадать, и эти сомнения и дальше, смотрите, идут, порождают такую туманность в отношениях, некую даже агрессию в отношениях и мысли о том, что у вас есть мужчина на стороне. Вот как я тут и сказала, да, тут ревность. Может быть, он себе надумывает, а Ленорман нам прямо показывает, что мужчина думает, что есть ревность, что есть другой мужчина, что есть даже, может быть, где-то измена. Даже если это не прям измена в его голове, тут карты нам как бы показывают, что его сомнения, да, его страхи, его сомнения, и которые не дают ему покоя. И этот мужчина, конечно же, то это просто в голове у него после вот этих резких событий, да, он стал не понимать, у него появились вопросы, у него появились какие-то загадки, опять же, туманность, да, для него теперь сейчас все непонятно, неясно, и мужчина полон сомнений в чувствах к вам, абсолютно. Дальше он может проявлять себя так вот агрессивно, инстинктивно, показывать вам, что он мужчина на самом-то деле. И вот этот, да, любовник, который у нас здесь выпал на чувства к вам, то есть все его чувства, все его эмоции, они проходят сквозь призму, по его мнению, наличия этого мужчины, другого мужчины в вашей жизни. Если же этот мужчина есть на самом деле, то тут просто мужчина об этом узнал,
либо стал догадываться, и ситуация ему стала, вот ситуация с треугольником ему стала более ясно видна. То есть он понял, в чем был весь затык в отношениях и почему все было туманно и непонятно. Вот некая такая ясность могла к нему прийти. И если он об этом не знал, не догадывался и даже мысли допустить такой не мог, то вот здесь у него как раз-таки появились сомнения. И все чувства к вам идут через призму этих сомнений, этих опасений, этих его внутренних страхов и того неизвестного, что у него, да, сейчас происходит на душе и на сердце. Потому что он не понимает, он прислушивается только лишь к своей интуиции, он прислушивается к инстинктам, каким-то своим эмоциям, сильно эмоционирует, опять же, сильно переживает, где-то даже агрессирует. Поэтому тут таких вот метафорические карты нам четко, ясно показали, что есть влюбленность, есть привязанность, есть желание быть с вами, но дальше все это как бы испорчено его подозрениями и страхами. А Ленорман нам тут четко и ясно говорит, что его подозрения и страхи, они не беспочвенны, да, на самом деле, что есть какие-то события, которые уже произошли, которые привели к неизвестности, непонятности, к обману, к лжи и туманности. И, скорее всего, вот это событие, оно было из-за мужчины, из-за другого мужчины, не из-за него. И все это приводит к тому, что кто-то из вас пытается эти отношения вести, а кто-то как бы ведется. Кто-то ведущий, кто-то ведомый. Но пока отношения так и будут продолжаться. Они будут незрелыми, они будут непонятными. Да, кто-то будет проявлять инициативу, да, кто-то будет говорить, что хочет быть рядом, что хочет быть вместе. Но вот та туманность, неизвестность, что появилась по неким каким-то резким, непонятным причинам в вашей жизни, она, скорее всего, она так и останется. Давайте еще уточним собачку. Выпала карта любовница. Любовник и любовница. Какой-то у нас здесь выпал вариант, очень, конечно, непонятно. Но тут явно есть место другим третьим лицам в отношениях. И тут просто партнеры, скорее всего, узнают, либо узнали, либо стали догадываться, подозревать о том, что такое имеет место быть в отношениях. Вот такой непонятный вариант выпал для двоечек. Я вам желаю гармонии, чтобы ваша жизнь стала ясной, чтобы жизнь стала понятной, чтобы сбывали все ваши мечты и желания. И самое главное, любите, берегите, цените, балуйте себя. Любите себя, единственную, прекрасную, чудесную. Вы такая одна. И все обязательно наладится, все обязательно станет на свои места. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я перехожу к троечкам. Что-то сегодня все три варианта какие-то такие сложноватые на чувства мужчины. Давайте, троечки, смотрим вас. И сначала посмотрим, что нам говорит метафорическая колода. Метафорическая колода говорит о том, что мужчина к вам, конечно же, привязан. Тут есть место чувствам, теплым чувствам, привязанности, такой вот теплому, благосклонному отношению к вам. Он видит вас такую прекрасную, воздушную, такую фею, красивую, человека, который его вдохновляет, человека, который толкает, человека, ради которого он хочет работать, достигать каких-то успехов. Да, как-то жизнь улучшать, давать вам какие-то блага материальные и духовные. В общем-то, вы для него такой вдохновитель, вы для него такая звездочка, ради которой он и для которой он хочет работать и что-то делать, завоевывать, приносить к вашим ногам какие-то дары и подарки. С одной стороны. Но есть всегда какая-то и другая сторона медали. Да, есть чувство привязанности, есть чувство влюбленности, да, и в то же время здесь есть некая неудовлетворенность у мужчины. Он с вами не до конца открыт, он с вами не до конца откровенен, он от вас что-то скрывает, он от вас
что-то умалчивает, не показывает на самом деле, что он чувствует, что он переживает, что происходит в его жизни и что он переживает внутри. Еще этот мужчина склонен к тому, чтобы вас отзеркаливать. То есть, знаете, иногда какие-то ваши действия, какие-то ваши слова, какие-то ваши проявления мужчина может воспринимать и понимать как-то коряво. Вот знаете, вот зеркально. Вы ему говорите белое, он видит черное. Вы ему говорите черное, он видит белое. Ну вот как-то такой вот контраст непонятный. Вот он, да. И тут происходит иногда недопонимание и какие-то препятствия, барьеры в отношениях. Да, и у мужчины какие-то еще и внутренние страхи здесь присутствуют, о которых он вам еще раз, я говорю, не говорит. Он их скрывает под какими-то масками, может вам говорить одно, на самом деле будет другое совершенно. И мир этот, и жизнь, это он видит в каком-то своем личном свете, своем личном представлении. Есть у него какое-то свое мнение на то, как складывается ваша жизнь и ваши отношения. И все это приводит к тому, что мужчина, да, с одной стороны, он тут вами вдохновляется, да, и многие вещи делает в жизни ради вас, для вас, чтобы вам было хорошо и свободно. С другой стороны, он что-то от вас скрывает, не договаривает, да, где-то лукавит, и нет такого четкого, ясного понимания и знания партнера, да. И все это приводит к тому, что мужчина может диктовать условия. Мужчина может говорить, вот я тебе то, а ты мне вот это. Или мужчина может говорить, что я умный, и красивый, прекрасный, слушай меня. Делай как я, будешь делать как я, твоя жизнь наладится. Но вот какие-то такие слова могут проскальзывать от него. Либо он может говорить, что я тебе дал вот это, а ты мне не можешь дать вот это там. Или ты не даешь мне вот это. То есть тут могут быть какие-то упреки со стороны мужчины. Вот этот весь синтез его желания и его каких-то скрываемых эмоций, страхов, да, приводит к некому такому высокомерию и к тому, что мужчина диктует вам, как жить, как себя вести, что кушать, что одевать. Ну, в общем, я, конечно, где-то утрирую, но, в общем, в целом, я думаю, вы меня понимаете. Далее, Ленорман. Его чувство к вам. Мужчина, опять же, к вам привязан. Мужчина, скорее всего, мужчина хочет эти отношения ваши вести, направлять. Но здесь карта нам говорит, что у него нет четкого направления, у него нет четко выстроенного плана. Он во многих словах, во многих своих действиях, во многих каких-то предприятиях мужчина предпочитает рисковать. Но прежде чем рискнуть, мужчина все-таки изучает все досконально. У нас выпала карта кости и карта луна рядышком, и собака. Но изучив, дальше нам карты не показывают вот это его углубление, вот это его скрупулезность некая, да, приводит ли она к какому-то чему-то хорошему. Чувства есть однозначно, чувства тут легкие, чувства тут воздушные. Мужчина ведущий, но смотрите, в этой колоде она чуть-чуть переделана Чарамарчете. Тот собака у нас все-таки маленький кутенок. У нас тут не как в других колодах, там такой пес или такая уже взрослая собака, да. Тут нет, тут такой еще незрелый кутеночек, да, с поводком, который хочет играться, который хочет внимания, который хочет ласки, заботы, понимания и так далее и тому подобное. Так и вот здесь какие-то незрелые у него чувства. Он что-то делает в вашу сторону, что-то говорит, что-то предпринимает, но вот не обдумывая все до конца. Он сначала делает, скорее всего, а потом думает, что же он натворил, что же он сказал. Потом смотрит на вашу реакцию после его слов и его действий. Уже вот тут он смотрит скрупулезно. Но это происходит после его действия, нежели до. То есть он не просчитывает свои ходы, он просто смотрит на вашу реакцию. Чувство такие несерьезного, незрелого еще мужчины. И действия так тем более. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, он понимает, что вы для него подарок, некий подарок судьбы за все те какие-то переживания, может быть, негативные опыты до вас у него были, да, какие-то отношения, которые
его чему-то научили, дали ему какой-то опыт, какой-то ресурс, а вот встретив вас, он понимает, что вы для него некий результат его действий в прошлом, его опыта прошлого. И вот смотрите, у нас рядом идет карта коса, карта ключ и карта любовница. Мужчина, с одной стороны, может воспринимать отношения с вами сквозь призму каких-то прошлых отношений, да, прошлых своих партнерш, и видеть вас как некий результат, как некую награду. Но, с другой стороны, тут в чувствах у него могли произойти резкие перемены. Вот тут, опять же, двоякая такая трактовка. Резкие перемены. Почему? Потому что встретил кого-то другую. Какой-то новый шанс, какое-то новое знакомство, произошедшее очень резко и неожиданно, конечно же, для него, привело к тому, что ваши отношения сейчас на расстоянии, что они отдаляются. И вот тут, кстати говоря, метафорическая колода могла нам показать, да, его лукавство и ложь, что он скрывает как раз-таки знакомство вот с этой другой дамой. И поэтому чуть-чуть он отдалился, поэтому стал с вами более холоден. И отношения выстраивать такие между вами на каком-то отдалении, на каком-то расстоянии. Потому что есть человек, который вмешался в ваше с ним партнерство, в ваше с ним счастье, в ваше с ним отношения. И метафорическая колода намекает. И Ленорман нам прямо об этом говорит. Вот такой у нас получился вариант номер 3, но это мы смотрим чувство его на сегодня, на сейчас, поэтому, дорогие мои, и опять же, карты – это не истина в первой инстанции, они ни к чему вас не принуждают и не говорят, что вот оно так и будет дальше. Нет, все зависит в первую очередь от нас. Карты – это всего лишь наши помощники и подсказчики, которые дают нам и вам возможность подстелить соломинку. Поэтому, если вам эти отношения важны, и вы хотите их строить, да, развивать дальше в позитивном русле, да, со знаком плюс, то карты вам намекают, нам намекают о том, что нужно, скорее всего, что-то менять. Вот такой был вариант 3. Я желаю вам любви, гармонии, процветания, счастья, здоровья, благополучия, и пусть все ваши мечты и желания исполняются. И любите, берегите, балуйте, заботьтесь о себе. Если не мы, то кто, как говорится, мы у себя одни такие единственные, прекрасные, чудесные, волшебные. Я всех благодарю, что были со мной. С вами была Астарта Сантия. И до встречи в других моих видео.